Многочисленные трещины на стенах, на потолках, сырость – все это появилось вовсе не от старости. Ведь этот дом культуры сельского поселения Сурхаки сдан в эксплуатацию 28 апреля. Сотрудники Министерства строительства, ЖКХ и Управления капитального строительства региона отмечают, что культурный объект строился под их личным контролем. На вопрос, откуда появились трещины и допущены ли нарушения при строительстве, отвечают по-своему. Это не нарушение, это в связи с просадочными швами появились микротрещины. А так, в общем, что снаружи, что снутри, как бы замечаний особых нету. Единственное, микротрещины. Да, они появились, они на сегодняшний день устраняются, и у подрядчика в контракте указано 5 лет гарантийных обязательств для устранения вот таких вот незначительных, по крайней мере, замечаний. И сегодня они уже начали устранять их. Когда вы принимали объект, там были такие? Нет, конечно, замечаний не было. Тем не менее, трещины есть, их становится все больше, отмечают работники Дома культуры. Еще одна проблема здесь – отсутствие отопления. Дети занимаются в верхней одежде. Объект сдан в эксплуатацию, однако провести здесь газ, видимо, посчитали ненужным. На данный момент пока что газ вопрос решить на днях, пока что электрообогреватель жутья. Берешь сами занятия проводить, Бог бежит отопление, Бог уже с момента открытия, да? Да, электрический обогреватель утиш помещенчика, берешь сами Бог Бога, ханялче, берешь сагдат ваш садалст, родители Бог пол, санты парёх ешь согреть, помещение сами занятия проводить, я же, санты потом могут без Бог бежит отопление. Вот и греются все по-разному. Одни за электрическими приборами, другие распеваются в зале. Да и это еще не все. Во время съемок местные жители прислали нам видео, на котором видно состояние двора Дома культуры во время дождя. При строительстве этого объекта забыли и про то, что во дворе Дома культуры должны быть проложены сливные трубы. Их здесь вообще нет. Поэтому и образуется настоящее озеро после дождей. Подрядная организация, которая вела здесь работу, отмечает, что все эти нарушения незначительные. Это обычное дело после свежей постройки. Скажите, а эти трещины, вот почему они появились? Должны ли они вообще были появиться? Вы знаете, эти трещины – это микротрещины. Они не несут в себе опасности для эксплуатации здания вообще никакой. И эти трещины, они появились в связи с тем, что объект вновь построенный, и определенная усадка идет самого объекта. И это нормальное явление в строительстве. И это все можно устранить обыкновенным косметическим ремонтом. Который вы и сделаете, да? Да, конечно, это все будет произведено в, возможно, короткие сроки. Микро или макро, однако сложной оказалась строительная система. Следующим пунктом проверки стал Дом культуры сельского поселения Яндари. Здесь, правда, нарушений значительно меньше, но все же есть в некоторых кабинетах опять трещины. Вот идет трещина, вот здесь. И вот здесь вот такая трещина. Это трещина усадочного типа трещин здесь. Дальше их нет. Вот эти, над перемычками они идут, вот эти все. Этот объект открыли тоже в 2018 году. Он стал долгожданным для сельчан. Само здание монолитно-каркасное, проемно заполнено газобетонными блоками. Вот, здание строилось в сжатые сроки, но оно строилось неплохо. Тут и бетон качественный, и арматура закладывалась согласно СНИПам, вот, и согласно проекту. Но микротрещины не появляются. Они появляются, потому что со временем садится, и фундамент садится, и блоки межблочные, и раствор он тоже садится, потому что свежий он. Они как бы опасность не несут на само здание. Еще несколько лет назад в регионе стояла острая необходимость в домах культуры. Благодаря авторитету и правильной политике главы региона, его просьбам к федеральному центру и начали появляться один за другим культурные объекты. Только за 2018 год построено и введено в эксплуатацию 8 домов культуры. Но неответственное отношение некоторых подрядных организаций рушит все намеченные планы. Ну а что касается нарушений в домах культуры, они должны быть устранены, отметили специалисты. Ведь по гарантийному сроку подрядная организация обязана в случае необходимости провести капитальный ремонт. Рина Сычуева, Майрбек Миржоев, Новости 24.